Депутаты Государственного совета приняли поправки в главный финансовый документ 2013. Доходы увеличатся почти на 3,5 миллиарда рублей, а расходы на 6 миллиардов 800 миллионов. 1,5 миллиарда власти Коми направят на повышение зарплаты бюджетникам. Поэтапное увеличение реализуется во исполнении указов президента России, в соответствии с которыми в этом году зарплата педагогических работников учреждений общего образования должна быть доведена до уровня средней по региону, а зарплата педагогических работников дошкольных учреждений до средней в общем образовании. Всего депутаты рассмотрели 35 вопросов. О ключевых моментах Максим Катаев. Квартиру в этом доме Галина Головешкина купила зимой 2010-го и уже весной разочаровалась. В здании появился характерный запах плесени и канализации. А сейчас жилые помещения и подъезд и вовсе затопило талыми водами. Чтобы выйти на улицу, сыктывкарцам нужно преодолеть целую полосу препятствий. Все весну, вот это. И вот она стоит и стоит. Тут у нас и с детьми живут маленькими, и ни с коляской не выйти. И сама вот я инвалид по зрению. Как вот добраться, если я же еще не умерла, мне в магазин тоже иногда надо выйти. Этот дом спецкомиссия признала аварийным и непригодным для проживания. Выступая перед парламентом, Вячеслав Газер назвал переселение из таких зданий одним из основных условий комфортной жизни в республике. Губернатор поручил правительству и парламенту выработать комплексную программу сноса ветхих и аварийных домов. Считаю, что нам не надо заниматься распылением средств, а сконцентрироваться на решении одной очень важной проблемы, чтобы решить ее в основном под ключ. Это должна быть государственная программа комплексного сноса ветхого и аварийного жилья в республике. Сегодня парламентарии согласились с предложением правительства республики увеличить финансирование на переселение из ветхих и аварийных домов. Сейчас на эти цели в бюджете заложено более 2 миллиардов рублей. Это деньги Коми и России. Но чтобы получить поддержку от федерального центра, региону нужно до 29 июля отчитаться перед Москвой по выполнению программы переселения за 2012. Поэтому я хотел бы обратить внимание, в том числе и глав муниципальных образований, на то, что сегодня нужно сделать все возможное и невозможное для того, чтобы вовремя сдать всю необходимую документацию и отчитаться о проделанной работе в 2012 году. Для того, чтобы республика смогла сохранить себя в этой программе и получить так нам необходимые сегодня федеральные деньги. На правительственном часе депутаты заслушали представителей Республиканского отделения Пенсионного фонда и Соцагентства по материнскому и региональному семейному капиталам. Финансовая поддержка государства простимулировала рождаемость. В 2012-м в республике на свет появилось на 700 малышей больше, чем годом ранее. 90% родителей вложили средства в улучшение жилищных условий. Но у жителей региона есть вопросы к правительству и парламенту. Говорят, все, конечно, хорошо, спасибо огромное, но кроме этого нужно не только родить, но еще и воспитать здорового человека, культурного, умного. Для этого необходимо, естественно, строить и школы, и садики, и развивать инфраструктуру. Президент России поставил перед регионами задачу ликвидировать к 2016-му очередь в дошкольные учреждения для детей от 3 лет. В Коми эту проблему планируют решить уже к 1 сентября. В перспективе обеспечить всех местами в яслях. Сегодня депутаты Госсовета также ратифицировали соглашение о сотрудничестве между Коми и Пермским краем. Правительства регионов подписали его 26 февраля. Документ состоит из 17 пунктов, которые охватывают межнациональные, культурные, социальные и экономические взаимоотношения. Так, например, стороны договорились о строительстве дороги на Кудымкар. По территории Коми она должна пройти через Кайгородский район. Максим Катаев, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган.